В Башкортостане началось формирование двух именных подразделений. Об этом поговорим сегодня в программе «Интервью». Здравствуйте, я представляю гостя в студии. Сергей Роденко, начальник пункта отбора на военную службу по контракту Республики Башкортостан. Сергей Александрович, здравствуйте. Здравствуйте, Роза. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Сергей Александрович, вот мы говорим о том, что в Башкортостане началось формирование двух именных подразделений. Чем они отличаются? Какие правила? Ну, вообще я бы хотел сказать, что опыт создания именных подразделений для нашей республики – это не новое явление, как и для некоторых других субъектов Российской Федерации. За время проведения специальной военной операции в республике было сформировано несколько подразделений. И вот на сегодняшний день мы приступаем к формированию двух подразделений. Это мотострелковый батальон и гаубичный артиллерийский дивизион. В чем их особенность? В этих подразделениях будут проходить службу только жители Республики Башкортостан, то есть военнослужащие, которые жили и призывались с территории Республики Башкортостан. Еще ряд особенностей – это возможность обучения на ту или иную военную учетную специальность, то есть предоставлено время и возможность подготовки специалистов по той или иной должности. И военнослужащие, они не сразу будут принимать участие в СВО, а после проведения подготовки, обучения, а также боевого слаживания. Вот вы говорите, что можно получить военную специальность. Может быть, расскажете, о каких специальностях идет речь, если это не тайна? Да нет, конечно. Но прежде всего это идет речь о должностях специалистов. Это механики, водители боевых машин, наводчики, операторы, командиры боевых машин, пехоты, должности артиллерийского профиля, снайпера и так далее. То есть там, где нужно какое-то необходимое обучение дополнительное. Но кроме того, если гражданин имеет опыт прохождения военной службы по той или иной воинской должности, либо имеет какую-либо родственную военно-учетную специальность гражданскую, конечно же, такие военнослужащие будут в первую очередь претендовать на замещение воинских должностей специалистов. И в первую очередь им будет предоставлено преимущественное право занять эту должность и, соответственно, быть на нее обученным в одном из учебных центров Министерства обороны. Сергей Александрович, какие условия для подписания контракта на военную службу именно в именных подразделениях? Они какие-то другие или нет? Кроме того, что уроженцы Башкортостана. Ну, есть ряд особенностей, но мы будем рассматривать всех граждан, которые будут выражать желание проходить службу в этих подразделениях. Ну, основными требованиями это, конечно же, является возраст от 18 до 65 лет и состояние здоровья. То есть человек должен быть годным, либо годен с незначительными ограничениями для прохождения военной службы. Сергей Александрович, вот вновь формируются два именных подразделения в Башкортостане, и, как вы уже подметили, это не первый опыт для нашей республики. Охотнее ли идут на военную службу именно в эти именные подразделения мужчины? Да, конечно же. Тут, наверное, особенность этих именных подразделений, во-первых, это прохождение службы со своими земляками. Ну и другие подразделения, там мы имеем опыт комплектования воинских частей, что военнослужащие, они командами отправляются в то или иное подразделение, но здесь они будут состоять на 100% из выходцев с территории Республики Башкортостан. Кроме того, опять же, возможность обучения, то есть это время для боевого слаживания, для обучения, для получения какой-то специальной подготовки. И еще особенность у таких подразделений, то, что офицерами комплектуются эти вот уже наши именные подразделения. У нас есть командир батальона, командир дивизиона. Это офицеры, которые имеют опыт специальной военной операции, то есть это специалисты, это профессионалы, и это имеет немаловажное значение. Сергей Александрович, мы говорили с вами о том, что формируются подразделения для специалистов, которые умеют работать на беспилотных летательных аппаратах. Продолжается ли набор? Может быть, какая-то часть специалистов уже отправилась на обучение, кто-то уже в зоне СВО? Мы и ранее отбирали граждан для замещения воинских должностей операторов беспилотной летательной авиации. В чем сейчас особенность? Ну, во-первых,
мы начинаем, в том числе и мы, и наша республика, и наш пункт отбора начинает формирование подразделения будущего, или даже точнее подразделения, за которым будущее в выполнении задач по защите государства. То есть это беспилотная летательная авиация. Военнослужащие этого подразделения, они будут проходить обязательное обучение в одном из учебных центров Министерства обороны, и обучение они будут проходить по типам беспилотных летательных аппаратов. То есть на сегодняшний день их есть некоторая классификация, и будут создаваться рабочие группы, и именно эти рабочие группы будут проходить обучение на конкретном виде, типе беспилотного летательного аппарата. Обучение, опять же, по продолжительности будет занимать от 1 месяца и чуть дольше, в зависимости от типа беспилотника. Вот кто принимается на эту должность, на должность оператора беспилотных летательных аппаратов? Конечно же, в первую очередь мы рассматриваем кандидатами людей более молодого возраста, с техническим складом ума, либо которые имеют какой-то опыт работы или образование соответствующее, связанное с электроникой, с электротехникой, операторы различного вида машин или видов какой-то деятельности. То есть человек должен обладать определенными навыками, в том числе и иметь определенный склад характера и склонность к выполнению данного вида деятельности. Поэтому мы будем их, конечно же, тестировать, насколько это возможно, и будем выявлять факторы характера, которые будут положительно влиять на прохождение службы по этой воинской должности. Сергей Александрович, вот мы с вами говорим о формировании именных подразделений, мы говорим о том, что идет набор операторов для работы на беспилотных летательных аппаратах. И вот вы везде подмечаете о том, что просто так отправлять в зону СВО никого не будут, что есть время на обучение, даже называете такие сроки, как месяц и больше. Означает ли это, что в принципе люди без образования или, допустим, со среднеспециальным образованием могут прийти и подписать контракт? Да, конечно же, люди со средним профессиональным образованием, либо люди с образованием, ну, так скажем, со средней школы, да, они всегда могли подписать контракт. Другой вопрос, что все-таки хотелось бы повториться, есть определенные должности, которые все-таки требуют наличия образования, то есть предъявляют требования к кандидату именно наличия того или иного образования. Кроме того, опять же, наличие образования, оно влияет на кадровый рост военнослужащего. То есть, вот, допустим, есть воинская должность прапорщика и воинское звание прапорщик. Да? Вот для того, чтобы рассматривался гражданин на замещение этой воинской должности, он должен иметь как минимум среднее профессиональное образование. С другой стороны, гражданин, военнослужащий с высшим образованием уже имеет право быть рассмотренным на воинскую должность офицера, быть на нее назначенным с присвоением воинского звания лейтенанта. Сергей Александрович, давайте еще раз озвучим для наших телезрителей, на каких условиях подписываются контракты на военную службу. Контракт заключается с гражданином в возрасте от 18 до 65 лет, ограниченно годным, либо годным с незначительными ограничениями по состоянию здоровья, желающим проходить военную службу по контракту. Контракт может заключаться с гражданином как на срок до 1 года, так и на срок свыше 1 года. При заключении контракта на срок от 1 года военнослужащий будет обеспечен единовременной выплатой в размере 195 тысяч рублей. Если говорить о том, что желающие подписать контракт на военную службу задумываются порой о том, как будут жить их семьи, родные, близкие. Оказывается ли здесь помощь? Конечно, то есть со стороны государства и со стороны главы республики и участникам специальной военной операции оказывается социальная поддержка, и членам семьи военнослужащего также оказывается социальная поддержка. То есть родственники могут обратиться в военный комиссариат, получить справку, что их сын, отец, муж является участником специальной военной операции, и на основании этого получать помощь от государства и от республики.
Сергей Александрович, вот вы сейчас не первый месяц занимаетесь отбором на службу по контракту. Кто сейчас приходит на пункты отбора? Какие это люди, какой у них характер, какая мотивация? Ну, приходят, конечно, люди разные, у каждого свои определенные причины. Изменения, конечно же, есть с начала специальной военной операции. То есть мы на сегодняшний день также имеем кандидатами граждан, которые заключают контракты из патриотических побуждений, но у нас появляется и отдельная категория граждан, будущих военнослужащих, которые заключают контракты с целью проходить военную службу уже со своими родственниками, которые на сегодняшний день являются участниками специальной военной операции, то есть со своими родственниками, друзьями, близкими, то есть целенаправленно идут уже защищать Родину именно к своим родственникам, друзьям и знакомым. Куда обращаться, если принял решение поступить на военную службу по контракту? Обращаться, конечно же, можно в военные комиссариаты по месту жительства. Если военный комиссариат отсутствует в населенном пункте, то в администрацию. Жители Уфы могут обращаться непосредственно на пункт отбора. Это улица Революционная, дом 156, пункт отбора на военную службу по контракту. Сергей Александрович, спасибо, что пришли сегодня к нам в студию, рассказали о том, как сейчас идет набор на военную службу по контракту, о том, какие подразделения формируются. Спасибо. Спасибо вам. Напомню, это была программа «Интервью». Спасибо, что были с нами.